Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые родители. Сегодня мы с вами поговорим о трудовом воспитании детей дошкольного возраста. И сегодня с нами участвует в нашей беседе, в нашем консультационном часе Харина Дарья Владимировна. Это старший воспитатель детского сада номер 41 города Воркуты. Дарья Владимировна уже давно работает в дошкольном учреждении, поэтому мы решили за, так сказать, консультацией по данному вопросу обратиться к более квалифицированному специалисту. И прошу вас, Дарья Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги, родители. Сегодня мы с вами поговорим о трудовом воспитании. Да, Дарья Владимировна, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, что такое вообще трудовое воспитание? На мой взгляд, трудовое воспитание – это привлечение детей к самостоятельному посильному труду и наблюдение за трудом взрослых, объяснение его значения в жизни людей. Все это важная роль во всестороннем развитии ребенка, которая в ближайшем будущем очень пригодится. То есть трудовое воспитание для ребенка начинается буквально вот с младшего дошкольного возраста. Да. Да. И детки, которые, наверное, вот если по наблюдениям, да, которые хорошо приобщены к труду, которые понимают, что такое труд, это детки, наверное, которые, мы так понимаем, наблюдают за тем, что делают родители дома. В основном, да? Как они это делают. И привлекают ли родители их в этот труд, да? То есть можно ли такое делать именно дошкольнику любого возраста или какой-то определенный возраст должен быть? Начинать трудовую деятельность лучше, конечно, с раннего возраста. И обязательно, чтобы родители привлекали малышей и смотрели за тем, как сами родители трудовую деятельность выполняют. То есть, если мама моет пол, то ребенку можно, в принципе, просто дать тряпочку трехлетнему и попросить, чтобы он протер там свои машинки там, или еще что-то. Да, конечно. В принципе, это будет очень полезно для ребенка. Хорошо. То есть именно вот с этих моментов начинается вообще развитие трудовой деятельности у любого ребенка. Да. Что является вообще основной целью вот трудового воспитания? Вообще зачем это нужно? Основная цель трудового воспитания – это нравственно-психологическая и практическая подготовка ребенка к труду и формирование к нему позитивного отношения. Интерес к труду необходимо закладывать, как я уже сказала, в раннем возрасте, в детстве. И задача педагогов и родителей – не пропустить этот момент, ведь дошкольный возраст – это благодатная пора, где ребенок может научиться всему, чему угодно. В детском саду трудовое воспитание начинается примерно с какого возраста? Вот когда ребенок поступает в дошкольное учреждение, у нас есть ясельный возраст, да, потом первая младшая, вторая младшая, понятно, возрастные группы детей. А с какого возраста вот начинают постепенно приучать детей или сразу как-то окунают в трудовую деятельность? Лучше начинать со второй младшей группы, когда есть у ребенка понимание, для чего нужна трудовая деятельность и что она из себя представляет, где ребенок может оказать посильную помощь педагогу или младшему воспитателю. А если, допустим, это вот, ребеночек пришел, только вот мы говорим о том, что трудовое воспитание все-таки закладывается с раннего возраста. Да. Если ребенок в ясельной группе, мы можем какие-то давать ему задания там, или еще, каким-то образом начать уже приучать ребенка к труду? Самостоятельность развивать, допустим, руки помыть, полотенце на место повесить. Это можем мы, вносить такое. То есть, в принципе, в ясельной группе уже воспитатель и младший воспитатель, няня, да, как у нас любят родители называть, но и, в принципе, и дома, да, можно ребеночка просить уже выполнять какие-то простые трудовые действия. Да. Чем все-таки отличается именно трудовая деятельность, да, дошкольника от любого труда взрослых? Мы понимаем, что трудовая деятельность у нас сразу возникает, да, взрослый пошел на работу, трудится усердно, работает и так далее. А ребенок, вот чем эта трудовая деятельность именно ребенка
И именно дошкольника. Мы сейчас не трогаем школу, Мгм. мы не трогаем детей, которые находятся уже в среднем, в школьном возрасте и так далее. То есть мы все-таки смотрим возраст детей дошкольного Дошкольного возраста возраста. до 7 лет. Мгм. То есть чем вот эта трудовая деятельность отличается от деятельности труда взрослых? Мгм. Ну, трудовая деятельность дошкольного ребенка дошкольного возраста не приводит к получению объективно значимого продукта. Зато имеет огромное значение для психического развития Мгм. самого ребенка. Чтобы трудолюбие стало устойчивой чертой, взрослым нужно заботиться о том, чтобы дошкольник систематически упражнялся, выполняя различные трудовые поручения, как мы уже с вами говорили. Особое внимание требует оценка труда ребенка родителями и Ну, педагогами. то есть похвала Похвала, элементарная. да. Мгм. И труд должен войти в жизнь ребенка радостно и помочь в успешном и всестороннем развитии. Мгм. Но при всем при этом, я так понимаю, что не стоит все-таки забывать о том, что успех трудового воспитания невозможен без внимания к какой-то индивидуальности ребенка. То есть, если Конечно. ребенку нравится протирать маме, ну, пыль, да, помогать маме, то в принципе, почему бы ему не вменять это, может быть, в какие-то его обязанности, да, в доме, допустим, что ребенок вот именно вот этим занимается. То есть, если ему что-то нравится такое, да, то каким-то образом подвести к тому, что это вывести в трудовую Да, деятельность конечно. ребенка. Каждый ребенок это своя неповторимая личность со своими интересами, привязанностями, возможностями и чертами характера. Ну, понятно, что если ребенку не нравится мыть пол, да, То заставлять его не нужно. да. Но я так понимаю, что, в принципе, можно его, наверное, скорее всего, увлечь чем-то интересным, какую-то интересную швабру придумать, цветную, яркую, там, я не знаю, там, посмотреть какой-то мультик, да, чтобы это каким-то образом обыграть. Конечно, да. Через игры все помогает. Все, и тогда ребенок прекрасно может войти в, скажем так, обычную домашнюю трудовую деятельность. Да. То есть, ну, это такой минимум. Теперь давайте поговорим о том, на что все-таки направлено трудовое воспитание вообще в целом, да, и каковы методы и приемы используются для организации трудовой деятельности именно в дошкольном учреждении для дошкольника. Трудовое воспитание направлено на положительное отношение к труду, как мы уже говорили, и через решение следующих задач: развитие трудовой деятельности, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам, формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого человека. Здесь у нас будут принципы, которые помогают достижению цели, принцип гуманности, личностный подход к ребенку, принцип ненасилия, это добровольное участие детей в труде. Ну вот это, наверное, самый главный компонент. Конечно. И принцип целостности. Личность дошкольника рассматривается как целостный феномен, а характер трудовой деятельности дошкольников как многоплановый. Принцип субъективности, субъективно-субъектное взаимодействие педагога с ребенком в процессе общения дошкольника к труду. Методы, необходимыми методами и приемами, которые используются для организации разного вида детского труда, это определить цель труда, помочь ребенку мотивировать свой труд, учить элементам планирования работы и учить достигать результата и оценивать его. Ну, это, в принципе, наверное, как бы такие основные направления. Почему? Потому что любой ребенок, даже играя, он должен предвидеть конечный результат. То же самое в трудовой деятельности. А зачем ему это нужно? Да? Что он в итоге получит и для чего это ему нужно сделать? Поэтому, наверное, в принципе, вот как раз-таки определить цель труда, то есть объяснить ребенку, для чего он это будет делать, зачем он это будет делать, для кого это важно, каким образом. То есть, наверное, вот это будет основным, да? Да, здесь с вами я соглашусь. Хорошо. А каковы основные компоненты трудовой деятельности ребенка именно дошкольника? Мотив – это причина, которая побуждает к трудовой деятельности. Цель – это
то, к чему нужно стремиться. Трудовые действия – это то, при помощи чего осуществляется цель и достигается результат. Планирование – это умение предвидеть предстоящую работу, ну и непосредственно сам результат. Это показатель завершения работы, фактор, помогающий воспитывать у детей интерес к труду. Дарья Владимировна, вот у вас в дошкольном учреждении достаточно как бы большое количество детей, да, и много групп. Замечательные педагоги работают в вашем учреждении. Скажите, пожалуйста, вот что говорят о трудовом воспитании педагоги? Ну, расскажу вам о выдающихся педагогов, что они говорят о трудовом воспитании. Например, проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в работах выдающихся педагогов прошлого. Например, Макаренко рассматривал ребенка как члена трудового коллектива. Одной из главных задач он считал формирование у детей творческого отношения к труду. Говоря о труде маленьких детей, он указывал на его тесную связь с игрой, то, о чем мы уже с вами говорили, которая постепенно переходит в труд. Сухомлинский же писал, что детство не должно быть постоянным праздником. Если нет трудового напряжения посильного для детей, для ребенка остается недоступным и радость труда. Основными задачами воспитания в труде Ушинский считал привитие детям уважения и любви к труду вместе с привычкой учиться. То есть труд, в принципе, это достаточно сложный вид деятельности. Думаю, да. А что вообще думают вот ваши педагоги о трудовой деятельности? И вот хотелось бы узнать лично ваше мнение. Как вы считаете, вообще стоит ли ребенка с младших лет приучать к труду? Конечно, стоит. А почему? То есть, многие родители как бы считают, что вот ребенок маленький, там нельзя, там, или боятся чего-то. Вот с вашей точки зрения, как вы думаете? Ну, я соглашусь с выдающимися педагогами, что это поможет понять, для чего трудятся взрослые, как трудно им это дается. Ну и в то же время дети будут помогать взрослым через посильную помощь дома, ну и так будут родители отдыхать. Я думаю, что это очень важно. Ну, понятно. То есть, смотрите, мы рассматриваем с вами трудовую деятельность ребенка-дошкольника, и посильный труд, понятно, он необходим. Как вы считаете, поможет ли это в дальнейшем ребенку не просто как бы, трудиться, да, понятно, что все будем в итоге трудиться, получим профессию, дети получат какое-то направление в своей жизни, они будут трудиться. Поможет ли вот это вот развитие трудовой деятельности в дошкольном возрасте впоследствии более легко и качественно осуществлять свою трудовую деятельность? И плюс, будет ли это являться компонентом уважения к другому труду? Конечно, безусловно. То есть это очень важно и необходимо. Еще давайте поговорим с вами еще об одной вещи. Давайте. Смотрите, сейчас очень много говорят о воспитании в других странах, именно вот трудовом воспитании. В свое время, как вы помните, у нас в школах тоже были, да, такие трудовые десанты, когда и убирали территорию, и мыли, и чистили. То же самое было в детском саду. Дети помогали мыть игрушки воспитателю, да? Помогали ставить стульчики, вытирать со стола и так далее. Допустим, вот, в Японии, в Германии сейчас очень это популярно. Вводится в дошкольном возрасте такая вот уборка, скажем, да, за собой. Убрать со стола, помыть, унести, принести, сложить вещи не только свои, но и соседа, поправить. Как вы думаете, целесообразно ли это? И можем ли мы для себя сейчас сказать, что да, эти качества очень важны, нужны детям, и что у нас в дошкольных учреждениях все делается то же самое? Конечно, можем мы сказать это. Это очень важно. И в наших дошкольных учреждениях делается то же самое. Тут я с вами соглашусь. То есть детки также, да? Да, все конечно. А в чем это проявляется? То есть где дети принимают участие
развивая свою трудовую Ну, деятельность. вот, например, хозяйственно-бытовой труд, когда они Мгм. помогают игрушки убирать, Мгм. допустим, после того, как поиграли, Мгм. или на прогулке труд Мгм. какой-то, например, собрать небольшой мусор с участка детского Мгм. сада, или собрать игрушки после того, как дети погуляли, помочь раздеться своему согруппнику, Мгм. или наоборот одеться. Дети подготовительного возраста могут помогать малышам одеваться. Мгм. То есть дети подготовительной группы могут прийти в ясельную, там, Ну, ну, скажем так, в младшую группу младшего возраста и помочь деткам там где-то принести одежду, подать одежду, да, застегнуть что-то. Вот в практике нашего детского сада это Мгм. есть. Это у нас называется дети-волонтеры. Ой, ну это замечательно. А что еще ваши дети-волонтеры делают, если так? Чуть-чуть отступим, да, от Давайте, темы? конечно, расскажу. Значит, дети-волонтеры — это дети подготовительной группы. Они приходят к малышам, к первой младшей группе или к Мгм. ясельному возрасту, рассказывают сказки, помогают деткам усаживаться за стол, Мгм. укладываться спать, одеваться, собираться на прогулку, Мгм. кормят их, могут подкормить, тоже помочь. Ну и играют с ними в разные игры. Мгм. Ну, это, я так считаю, что это замечательный пример именно вот трудового воспитания. Да, соглашусь. Потому что дети здесь как раз-таки проявляют свои трудовые навыки, то есть тому, чему они уже сами научились, учат детей младшего Да. возраста, при всем при этом выступая в роли как бы уже взрослого, да, с точки зрения «я взрослый». Ну Мгм. и передают свой опыт более Мгм, младшим мгм. детям на добровольной основе, как раз Ну, дети-волонтеры. да, ну слушайте, это замечательный опыт, конечно. Я так думаю, что мы, наверное, в следующий раз посвятим целый консультационный час или вебинар данному направлению. Это очень интересно. Мы, наверное, Дарью Владимировну попросим, чтобы она нам такое сделала. А сейчас дальше поговорим все-таки о трудовом воспитании детей дошкольного возраста. И перейдем сейчас к возрасту именно младших групп. И акцентируем внимание все-таки, наверное, на малышах, да, с чего нужно начинать, что можно таким детям предложить и чему они в итоге могут научиться, да, чтобы уже какую-то базу получить в дальнейшем для трудов. Малыши в младших группах вовлекаются в трудовую деятельность через самообслуживание, например, развитие элементарных навыков самообслуживания, одевание, раздевание, мытье рук, прием Мгм, пищи, ну и содержание в порядке своего места. Воспитывается аккуратность, внимательность и самостоятельность. Мгм. Например, во время еды пользование приборами и салфеткой. Стимулирование внутренней способности к чистоплотности и опрятности, ну то есть как выглядит одежда на ребенке. Поддерживание позитивного эмоционального настроя детей, обогащение и активизация словаря путем пополнения его новыми названиями предметов одежды. Например, хозяйственно-бытовой труд – это развитие базовых навыков. Аккуратно складывать игрушки, помогать сервировать стол, убирать, например, лопатками снег или песок, сгребать сухие листья на игровой площадке, как я уже говорила. Ну, труд в природе – это формирование навыков заботливого отношения к животным и растениям, помощь, например, в сборе плодов, забота о птицах зимующих, подкормка их и уход за комнатными растениями. Ну вот коснемся комнатных растений немножечко, да. Не у всех как бы дома есть, в дошкольных учреждениях все-таки растения всегда присутствуют, разрешенные Санпином. Конечно. Ну вот цветок. Что может сделать ребенок, да, в трудовом плане по уходу за растениями? Полить цветок, вытереть влажной тряпочкой листики и опрыскать его. Ну вот, в принципе, да, 3 действия, но при всем при этом как бы необходимо и намочить тряпочку, и отжать тряпочку, да, и подойти все-таки аккуратно листики протереть, то есть это и забота, чтобы не сломать цветок, да. И не залить, правильно полить цветочек и так далее. А скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос.
Раньше в дошкольных учреждениях всегда были рыбки, да, за которыми ухаживали, птички какие-то были. Помню, когда-то были и попугайчики, Да, там и разные канареечки, и животные были. черепашки были. А вот сейчас разрешено ли такое? И если нет, то каким образом, в принципе, ребенку привить вот, ну, любовь к животным, да, и ухаживание за животным, через что и каким образом? Мгм. Ну, в группах дошкольного Мгм. возраста, к сожалению, не разрешено содержать Мгм. живые уголки. Но для этого есть третьи этажи, например. У кого-то зимний сад, где стоят большое количество цветов и животных. Птицы, Мгм. рыбки. Дети стали очень аллергичны, к сожалению, поэтому только так. Мгм. Но если нет этого в дошкольном учреждении, то это можно делать, в принципе, и дома. Мгм. Я думаю, что животные есть у большинства людей. Если нет, то это можно, допустим, сходить в гости к другому человеку, к другу Мгм. и поухаживать за животным. Также в детском саду это можно через просмотр каких-то видеоматериалов, Мгм. как правильно ухаживать за животными, чтобы не навредить ему, чтобы животные приняли любовь и ласку. Мгм. Вот То так есть, в это принципе, осуществляется. посильно, да? Это очень Мгм. посильно, Мгм. да. Хорошо. Ну, младшие дети мы поговорили. Понятное дело, что маленький ребенок может и накормить, да, где-то. И вот вы уже рассказывали, что и кормушечки развешивали, Да, конечно. птичек кормили зимой. То есть это тоже труд, да, сделать кормушечку, все-таки Родителей позаботиться. привлекали. Ну, это понятно. Вот. То есть это младшие детки. Младшие детки, они учатся, естественно, очень тяжело им дается, да, большой труд взять ложку, потом унести ее и так далее. То есть элементарные какие-то вещи. Что включает в себя трудовая деятельность детей уже более старшего возраста? То есть это дети примерно средний возраст, Мгм. где-то примерно до 5 лет. В самообслуживании, например, приучать нужно детей складывать вещи аккуратно, вешать одежду, следить за ее чистотой, совершенствовать ранее приобретенные навыки гигиены, развивать навыки поведения в коллективе. Мгм. То есть это обучать взаимодействию с товарищами, умению обратиться с просьбой и поблагодарить друг друга за оказанную помощь. В Мгм. хозяйственном труде это постепенное расширение поля деятельности. Мгм. Например, полная сервировка стола, стирка кукольной одежды, подметание дорожек на площадке, наведение порядка на игровых стеллажах. Мгм. В природе, например, это усложнение трудовых действий, полив цветов на улице, например, Мгм. самостоятельный посев, например, высаживание лука, Мгм. подготовка корма для обитателей животного уголка, если таковой имеется, и формирование заботливого отношения к животным и растениям. Ну, то есть то, вот, о чем мы с вами вот только что Да. буквально говорили. Ну, Мгм. только более усложненные. Ну, понятно, что детки растут, как бы усложняются их действия и так далее. Ну, вот дети уже научились, скажем, да, обуваться, раздеваться, одеваться, складывать одежду. Что может ребенок с 7-летнего возраста и какой труд для него будет посилен, и каково вообще содержание трудового воспитания будет именно ребенка уже предшкольного Мгм. возраста? В самообслуживании, например, Мгм. освоение новых навыков, умений, например, чистка зубов, уборка постели, Мгм. содержание в чистоте и порядке своей обуви и одежды, формирование чуткого, предупредительного и уважительного отношения к окружающим. В хозяйственном труде развитие навыков самостоятельной организации труда, здесь мы уже о Мгм. самостоятельной организации труда говорим, содержание в порядке своего инвентаря, которым он пользуется, Ну, то есть, карандаши, да, например. развитие навыков самостоятельной организации труда, то есть ребенок уже может подойти и сам предложить, да, я хочу вам там помочь, Да, да, могу ли я там накрыть на стол, конечно. или давайте я вам помогу, отнесу карандаши, да, там расставлю, допустим, перед занятием, да, Да. помочь педагогу, или после занятия, наоборот, убрать.
Да, мы уже говорим здесь в этом возрасте об этом. Формирование чувства ответственности в процессе выполнения обязанностей дежурных, например, следить за чистотой в игровой комнате, проводить какой-то мелкий ремонт книжек, игрушек с помощью родителей своих и помогать малышам, то, о чем мы с вами говорили. Например, труд в природе. Здесь идет увеличение объема обязанностей, например, подкормка, опрыскивание растений, уход за домашними животными, которые находятся в уголке, подготовка почвы, выращивание рассады, сбор семян для птиц зимующих и наблюдение уже за развитием растений. Ну, то есть уже ребенок может не просто наблюдать, но, наверное, где-то записать. Да, это мы будем говорить о формировании навыка ведения дневника наблюдений, где ребенок зарисовывает, как произрастает растение на протяжении всего его роста. И в общем, здесь ребенок замечает изменения, которые происходят с растениями, и зарисовывает их. То есть он здесь уже прослеживает результат своего труда. Да. То есть вот уход за растением, вот он его посадил. И по тем принципам, насколько хорошо он трудился, да, что у него в итоге получилось. Да, то есть ребенок по итогу видит результат. То есть здесь они уже нацелены на результат, и здесь они уже видят свой результат. Да. Занятия ручным и художественным трудом на занятиях по конструированию, например, аппликации и лепки, изготовление игрушек и поделок из бумаги, природного и бросового материала, украшение творческими работами группы своей. Ну, то есть, здесь уже более в принципе, здесь работа. Уже более сложная работа, то есть дети уже выходят на какой-то результат. То есть мы говорим о том, что первоначально мы детей приучаем к тому, что только начинаем, да, к чему-то подводить. Да, там, возьми, унеси, и большую часть времени, как бы, большую часть трудовых действий выполняем помимо ребенка. То есть здесь уже идет наращивание. Да, усложнение обязанностей трудовых, да. Ну, хорошо, то есть здесь все понятно. Тогда другой вопрос. А как же организовать эту деятельность? То есть мы понимаем, мы видим результат, мы понимаем, о чем мы говорим, да, что ребенку надо, у него получается вот то, да, мы ему должны вот это дать, мы ему должны вот это сделать и так далее. Как организовать эту деятельность вообще? Как подвести к этому ребенка? Ну, здесь существуют разные формы, например, коллективные и индивидуальные поручения, задания, которые даются ребенку с учетом уровня развития его, а также возрастных индивидуальных особенностей. Малыши активно включаются в деятельность с помощью несложных конкретных поручений, как мы уже с вами говорили, например, принести что-либо или унести, расставить тарелки, например, собрать игрушки в коробку. Детям постарше уже усложняется задача. Можно поручить стирку кукольных вещей, мытье игрушек, подметание дорожек, самостоятельная уборка книжного стеллажа и полок с игрушками, простой ремонт книг, например. Позволить ребятам можно внести свой вклад в уборку территории. Это очень полезно для их трудового воспитания. И ежедневные дежурства. Обязательное выполнение детьми трудовых действий. Например, накрыть на стол, положить все правильно, соответственно. То есть, в принципе, да, трудовую деятельность любой педагог в образовательной организации осуществляет через разъяснение, да, почему, зачем, для чего, и поручение. То есть он дает поручение и при этом объясняет, зачем ребенку это сделать и что в итоге он получит. То есть ребенок пока еще результат не видит, поэтому педагог, я так думаю, должен объяснить, конечно, что ребенок в итоге увидит, да. Поэтому, потому что детей включить в деятельность чрезвычайно сложно. Дети разные. В этом нам помогает игра. Вот, потому что есть дети, которые с удовольствием бегут, да, то есть у некоторых детей, как бы, скажем так, инстинктивно развито. Есть дети, которых нужно постепенно вводить, да, потому что все воспитываются в своей семье по-разному. Да, это зависит во многом и от семейного воспитания. Поэтому тут главную роль все-таки, наверное, играет педагог.
Ну, направляющую роль, да. Да, хорошо. Вот детский сад, нам все понятно. Там есть педагог, есть направляющее звено, есть человек, который объяснит, расскажет, подскажет, который как бы научит, да, подведет, даст какие-то установки, цели и так далее. Ну, те же поручения. Все-таки это педагог, да, к которому дети, ну, в большей степени прислушиваются. И все-таки это не мама, не папа, не бабушка, не дедушка, да, не брат и сестра. А как быть дома? Вот как организовать труд детей дома и как это сделать безболезненно для ребенка и комфортно, потому что все-таки в учреждении это одно, ребенок себя там воспринимает по-другому, он себя ощущает по-другому. Дома это совсем другие условия. Да, здесь я с вами соглашусь. Как это вот безболезненно сделать для ребенка именно дома? То есть как организовать труд и вообще трудовую деятельность ребенка дома? С чего начать? На что обратить внимание? То есть, ну, как вообще это сделать? Ну, во-первых, трудовые поручения у нас происходят и дома, когда мы что-то просим родителей помочь. Например, починить книжки, кукольную одежду, игрушки какие-то. В это ребенок тоже вовлекается с удовольствием и исполняет поручения при помощи родителей. То есть здесь идет опять же таки от учреждения к семье, то есть тесное взаимодействие. И когда ребенок видит, что когда маме с папой дали поручение, они его выполняют, да, ребенок понимает, что все-таки это вот такой важный компонент, да, что если мама с папой выполняют, да, то и я тоже буду. А дома-то как? Здесь-то педагог все-таки направляет, да, я дома понимаю, от папы с мамой как? Ну, во-первых, трудовое воспитание детей не должно осуществляться в отрыве от семейного воспитания. В семье имеются как раз благоприятные условия для формирования у детей трудолюбия. Труд вместе с родителями доставляет ребенку удовольствие и радость, и счастье. Участие в хозяйственно-бытовом труде позволяет ребенку ощутить свою причастность к заботам семьи, почувствовать себя членом семьи. Детям свойственно подражание. Именно подражание побуждает детей к активной деятельности. Ребенок наблюдает за тем, что взрослый делает, и у него возникает желание сделать то же самое. То есть, если мама пошла готовить, а ребенок начинает рядом крутиться, ну это обычное действие. Обычное действие, да. Да. И пытается помочь маме там почистить картошку. Что должна сделать мама? Конечно, дать ему эту возможность, но не картошку почистить, так как ребенок еще с ножом это опасно, более что-то полегче. Ну, допустим, помыть, да, может да, он? конечно. То есть попросить, давай ты помоешь, а я почищу, да? То есть как-то переложить, наверное, да, действие на что-то другое. Что-то более посильное для ребенка. Ну, таким, то есть не выгонять его с кухни, нет, ни в коем случае. Да, а наоборот его еще больше как бы завлечь. Да. Хорошо. Что еще может ребенок вот дома? Лучше все это делать, конечно, через игру, где важно не забывать об игровых моментах в трудовом воспитании ребенка. Последовательным нужно быть в своих действиях, учитывать индивидуальные и возрастные способности. Прежде чем что-то поручить ребенку, нужно показать образец правильного выполнения поручения. И научить своего сына или дочь несколько раз выполнить поручение, ну, сначала совместными усилиями, если у ребенка что-то не получается. И учить ребенка уважать труд других людей, бережно относиться к результатам их трудовой деятельности, тактично оценивать результаты труда ребенка. Ну да, то есть если дочь пошла мыть полы, то есть вот она решила помочь маме, да? Да. И вместо помыв полы налила кучу луж, то, в принципе, я так думаю, маме не стоит возмущаться. Нет, конечно, ругать ребенка ни в коем случае не нужно. То есть, каким образом выйти из такой ситуации? Нужно своим примером показать. Плохо-то ты немножечко выжила тряпку. Давай-ка вместе мы с тобой ее попробуем выжать. Сейчас еще раз протрем. Еще раз протрем, да, потому что лужа, мокро, мы можем упасть. То есть ребенку нужно объяснить, да,
последствия. То есть, если Последствия, мокро, да. можно подскользнуться, упасть, да, там протечет или еще что-то. То есть не возмущаться, как у нас, Конечно, нет. а просто помочь ребенку как бы доделать действие до конца. Конечно, если мы будем агрессивно реагировать на труд ребенка, то и желания трудиться у ребенка не будет. Поэтому мы должны как-то только игрой завлечь ребенка, только похвалой. Ну вот в таких вот ситуациях не стоит как-то отрицательно сильно реагировать на это, просто сказать, ну нет, у тебя ничего не получается, а наоборот как-то похвалить, ну ничего страшного, ну разлилась немножко, сейчас мы вместе все это исправим. То есть все равно в любом случае поблагодарить Конечно, ребенка. конечно. Так, Особенно если сам он выразил желание, это да, очень важно. Хорошо. Это замечательно. А с какого все-таки возраста, да, можно и В домашних нужно? условиях, Да, вы имеете в виду? Дома, да, вот с какого примерно возраста уже конкретно ребенок, ну как бы осознанно, да, будет понимать, что вот трудовые действия к чему-то приводят, что вот они необходимы. Понятно, что малыш, когда он еще совсем маленький, он просто инстинктивно маме помогает, да, где-то мама взяла и он взял. То есть он по подражанию все делает. Да. А вот именно осознанное вот приобщение к труду, с какого возраста можно начинать именно дома? Ну, приучать ребенка к труду психологи советуют уже с 2-летнего возраста. Сначала нужно научить ребенка убирать за собой игрушки. Детям это не очень нравится, как правило. Если это не нравится, лучше не агрессировать и делать это первое время вместе с ребенком. Для того, чтобы ребенок знал, как и куда убирать игрушки, для чего это нужно, чтобы в детской комнате всегда должен был быть порядок. Для книг, например, отдельная полка, для машин есть свой гараж. И ни в коем случае не нужно заставлять ребенка криком или наказанием делать порядок. Ну, тогда, как я уже говорила, пропадет желание у ребенка. Главное в таком возрасте говорить: мы вместе с тобой это сделаем, я помогу тебе. Важно приучить ребенка, чтобы когда он поиграл, он ставил игрушки на место. После того, как ребенок сложит свои игрушки, не забудьте его похвалить, это обязательно. Чем старше ребенок становится, тем больше поручений он, естественно, может выполнять. Родители всегда должны поощрять желание ребенка им помочь. Терпеливыми должны быть, хвалить любое желание ребенка трудиться, как мы уже с вами говорили. Даже если после ребенка осталась какая-то грязь, стало больше грязи, ничего страшного в этом нету. Ребенок научится всему. Несколько раз попробует. Первое время, может быть, будет грязной, там жирная посуда, но несколько раз помоет. Битые чашки. Битые чашки, да, на счастье. И все потом обязательно получится. Если малыш 2-3-летнего возраста воспринимает работу как игру, то начиная уже с 5-6-летнего возраста дети понимают, что интересного в работе и для чего это нужно. Если родители не приучили ребенка к аккуратности или ругали его за каждую повинность при выполнении какой-то обязанности, то выполнять домашнюю работу ребенок, к сожалению, не будет. Вот для чего делается все это. Несмотря на плохое поведение ребенка, старайтесь не злиться на него и не угрожать. Немедленно убери свои игрушки, иначе ты сегодня не получишь сладкое, например. Лучше составьте список дел по дому, в игровой форме это можно сделать, отмечая галочками, что сделал ребенок, и получая свою какую-то, допустим, конфетку. Похвала должна быть. То есть, в принципе, элементарный заработок. Можно и так сказать, наверное, да. Хорошо. Дошкольников обычно не интересует конечный результат труда, его больше увлекает сам процесс. И этот процесс оказывается для него утомительным, и пропадает желание трудиться, если не идет похвалы никакой. Например, одевая ребенка, разговаривайте с ними, привлекайте его внимание к своим действиям, показывайте отдельные предметы, давайте простые задачи: натяни носочки, поправь платье, подай мне кофточку, возьми платочек.
Очень важно уметь вовремя прийти ребенку на помощь, терпеливо напоминать, что и как нужно делать, замечать даже самые маленькие достижения. Здесь это очень важно. Ну вот Дарья Владимировна нам рассказала такие интересные вещи. То есть из всего общего, да, ну из всего вот можно сделать вывод, что в первую очередь, конечно же, трудовое воспитание закладывается дома. Да. Мама, папа, которые помогают ребенку, которые вовлекают его, которые не отталкивают его. Если папа крутит отверткой, и мальчик пришел, попросил инструменты, то пусть он этими инструментами хотя бы для начала поиграет. Потом поможет папе принести, унести. Девочка маме, да, там, как мы уже говорили, Да. помогла помыть полы и так далее. То есть, если у ребенка первоначально ничего не получается, то ничего в этом страшного нет. Абсолютно. Мама с папой уберут, подберут, покажут и совместно с ребенком все это сделают. То есть это такой же долгий, скажем, и нужный труд родителя к приучению труду ребенка, как и у ребенка становление в трудовой деятельности. Ну, наверное, на сегодня все. Если у наших слушателей возникли вопросы, если заинтересовала тема, вы можете нам написать, вы можете обратиться в наш консультационный центр, где на все ваши вопросы ответят наши специалисты, в том числе Дарья Владимировна. А мы Дарью Владимировну ждем на следующую передачу, да, на следующий вебинар именно о волонтерской деятельности. Очень интересная тема о волонтерской деятельности детей дошкольников. А на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч. Спасибо. До свидания.